Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые участники областного фестиваля ярмарки «Дожинки 2018». По доброй белорусской традиции Верхнедвинский район сегодня встречает гостей и участников праздников тружеников села Витебской области. Сегодня здесь собрались лучшие представители агропромышленного комплекса области, промышленности, работники строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, дорожники. Все те, кто своим трудом благоустраивал и преображал Верхнедвинский район, вводил объекты социальной сферы, торговли, транспортных сообщений. В празднике принимают участие Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Павлович Андрейченко, Михаил Иванович Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, Александр Михайлович Субботин, член коллегии, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, Виталий Михайлович Вовк, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Витебской области, Николай Николаевич Шерстнев, председатель Витебского областного исполнительного комитета, Владимир Владимирович Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов, Александр Михайлович Курлыпа, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Валерий Николаевич Иванов, председатель правления Белкоопсоюза, Иван Иванович Смильгин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Александр Николаевич Корбут, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Вячеслав Анатольевич Абрамов, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, Владимир Николаевич Оборотов, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области, Российская Федерация, Борис Иванович Грибанов, директор департамента сельского хозяйства Брянской области, Вера Васильевна Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области, Александр Алексеевич Котов, председатель Псковского областного собрания депутатов, Николай Александрович Романов, начальник управления Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, Олег Евгеньевич Майоров, глава администрации Невельского района, Леонид Михайлович Курсенков, глава администрации Сибирского района, Сергей Александрович Серебряков, директор акционерного общества «Петербургский тракторный завод», Гуннар Упеникс, председатель Краславской краевой думы, Республика Латвия, Василий Васильевич Абрамович, заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Гомсельмаш», Андрей Владимирович Щерба, директор филиала «Торговый дом Беларусь», Федор Иванович Привалов, генеральный директор Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию», Валерий Михайлович Мазовка, председатель наблюдательного совета производственно-строительного общества «Трестпромстрой», Михаил Михайлович Волков, проректор учреждения образования Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Александр Иванович Литвин, председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Евроторг», Олег Буткевич, епископ Витебской диацезии Римско-католической церкви, архиепископ Витебский и Аршанский Дмитрий, заместители председателя Витебского областного исполнительного комитета, члены президиума Витебского областного совета депутатов, руководители управлений и комитетов Витебского областного исполнительного комитета, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, делегации городов и районов Витебской области, ветераны труда, которыми гордится Витебская область, представители трудовых коллективов и общественных организаций. Ваши аплодисменты. Белорусы испокон веков чтили и уважали труд хлебороба. Хлеб всему голова. Эти слова стали своеобразным девизом для всех тружеников села, которые своим трудом, собранным урожаем приумножают благосостояние нашего государства. И не случайно хлебные колосья, что взрастила Витебская земля в непростых погодных условиях этого года,
являются символом праздничных мероприятий Дожинки 2018. Земля моя, что у свете ёсць прыгажэй за цябе? І што можа быць прыгажэй за шаптанне спелага жыта, якое расказвае табе нейкія дзівосныя гісторыі на світанні, калі яго ледзь-ледзь кранае першы пасля начнога зацішку ветра. Гэтае жыта, як сімвол жыцця, заўсёды цягне да сябе нібы магніт, прымушае задумацца, а для чаго мы жывём? І, здаецца, можна абхапіць рукамі ўсе гэтыя сухія жоўта-ружовыя каласкі, якія злёгку патрэскаюць. І ў такія моманты можна адчуць, як цёплымі хвалямі на цябе льецца з усіх бакоў энергія жыцця. Яна захоплівае цябе ў палон, і ты не можаш існаваць далей без яе сілы. Як і не зможаш жыць без голасу жытнёвага поля, шапацення жытнёвых каласоў. Председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шерстневу вручает Нижнего предвидения Верхнедвинского района Мария Грамза. Вот он,
Дожиночный сноп 2018. Слово председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шерстневу. Уважаемые аграрии Витебщины, дорогие гости и участники областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки-2018. Сегодня Верхнедвинск гостеприимно встречает Золотой фонд агропромышленного комплекса Витебщины, рекордсменов хлебной нивы, грамотных специалистов, талантливых руководителей. Это торжество – своеобразный гимн хлебу, дань признания заслуг тех, кто его растит и убирает. Здесь царит особая атмосфера, которая проникнута глубоким уважением и благодарностью всех жителей региона нашим земледельцам. Во все времена величайшая святыня – хлеб на столе. Дожинки берут свои истоки в древности. Уже тогда крестьянский труд считался одной из важнейших человеческих ценностей. Таким он остается и сегодня. Характер того, кто работает на селе, впитал в себя закалку многих поколений. Только хлеборобы знают истинную цену вложенного в землю труда, взращенного, наполненного жизнью колоса. Формула успеха известна. Качественно посеять, по-хозяйски вырастить, в сроки убрать и сохранить урожай. Несмотря на то, что на помощь аграриям пришли индустриальные и научные достижения цивилизации, земля не перестала требовать к себе любви и внимания. Работа земледельцев по-прежнему остается одной из самых тяжелых и ответственных. От темна до темна всю свою энергию они отдают будущему хлебу. И если вес каравая можно измерить сотнями, тысячами тонн, то цена его измеряется потом и мозолистыми руками. Оттого еще более уважаемым становится труд работников хлебной нивы. Не секрет, что результаты крестьянского труда, как ни одного другого, подвержены воздействию природных факторов. Наша республика находится в зоне рискованного земледелия, а Витебщина, как самый северный регион страны, наиболее подвержена такому воздействию. Потому специфические климатические условия сковывают возможности и потенциал наших аграриев. Почти 70% земель области средне- и тяжелосуглинистые. Практически нет разрыва во времени между посевом, кормозаготовкой, уборкой и севом озимых культур. Аграрии области знают, что примерно один раз в 8-10 лет в области случается благоприятный год. И мы надеялись, что и этот год будет именно таким. Но ожидания не оправдались. Весенняя посевная кампания массово началась на 10-14 дней позже прошлого года. Со второй декады апреля установилась очень сухая для такой поры года, что, к сожалению, негативно повлияло на всходы и развитие сельскохозяйственных культур. Особенно критическая ситуация сложилась по западным районам. В целом по области засуха повредила около 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур. Практически 2 месяца не было дождя в Браславском, Верхнедвинском, Докшатском, Глубокском, Поставском, Шарковщинском районах. Засуху сменили проливные дожди. Особенно сильными они были в Городокском, Полоцком и Лепельских районах. 23 мая погодная аномалия в виде града, диаметр которого достигал 15 миллиметров, атаковала Верхнедвинский район.
За считанные минуты под ледяным покрывалом оказались поля и дороги. Местами даже образовались настоящие сугробы. Стихия повредила более 5000 гектаров посевов рапса, зерновых и кукурузы. Затем снова жаркая и на редкость сухая погода, которая продолжалась до середины июня. Напряжение держал июль, который стал самым дождливым месяцем. 14 июля в Полоцком районе зарядил сильный град, а 22 июля буквально за 4 часа месячная норма осадков накрыла Витебский район. В целом же за месяц в большинстве регионов выпало 1,5–2 месячных нормы осадков. К началу уборочной кампании погода восстановилась, что позволило по мере созревания хлебов организованно провести и завершить жатву. Но, к сожалению, крайне неблагоприятная погода негативно повлияла на урожай. Вот в каких условиях формировался каравай области весом 756 тысяч тонн. Не скрою, обидно и досадно, ведь сделано было многое для того, чтобы урожай был намного выше. И тем не менее, результат есть. Исходя из плодородия почв, выход зерна на 1 балл гектар составил 90,3 килограмма. Мы в республике оказались в шаге от первой строчки этого рейтинга. Нас опережает лишь Брестская область с результатом 91,4 килограмма. Жатва показала, лучший результат получает тот, кто использует достижения аграрной науки, применяет высокоурожайные сорта культур, работает на высокопроизводительной технике, обеспечивает строжайшее безукоризненное соблюдение технологий. Ведь при относительно одинаковых погодных условиях показатели у каждого получаются разными, а весомее они у того, кто делает все вовремя и качественно. Стабильно работающее хозяйство традиционно достигли наилучших результатов. Это Шайтерово, Верхнедвинского района, руководитель Гумненков Михаил Петрович, урожайность зерновых 44,3 центнера с каждого гектара. Ольговская, Витебского района, руководитель Сафронов Владимир Леонидович, урожайность зерновых 40,7 центнера с каждого гектара. Филиал сельскохозяйственное производство Мазалова ГАЗ Витебского района производственного республиканского унитарного предприятия Витебск-облгаз. Руководитель Бабаев Роман Равшинович. Урожайность зерновых 40,3 центнера с каждого гектара. Прудники Верхнедвинского района. Руководитель Красник Василий Алексеевич. Урожайность зерновых 40,1 центнера с каждого гектара. Филиал Горяны Агро Полоцкого района. Руководитель Колтунов Александр Григорьевич. Урожайность зерновых 38,8 центнера с каждого гектара. Витебская бройлерная птицефабрика. Руководитель Норкус Анна Васильевна. Урожайность зерновых 35,7 центнера с каждого гектара. Показательно, что эта организация обеспечила валовой сбор зерна 32 700 тонн, что выше валовых сборов большинства районов области. 151 экипаж комбайнеров. Произошел 1000-й намолот. Рубеж 2000 покорился 11 экипажам. 3000-й намолот преодолели 2 тандема комбайнеров. И что примечательно, впервые за историю в области появились 2 экипажа 4000-ника. Хлеборобы хозяйства Зазерье Лепельского района Леонид Алексеенко и Павел Ханяк установили абсолютный рекорд нынешней уборочной, намолотив 4412 тонн зерна. Близок к этому результату аграрный дуэт Александра Комарова и Алексея Беднева из филиала Заднепровский Аршанского района, который намолотил 4042 тонны.
Эти трудовые свершения – яркая страница в аграрной летописи области. Наибольшую урожайность зерновых и зернобобовых культур получил Витебский район с результатом 32,2 центнера с гектара. На второй позиции Верхнедвинщина, на третьей Полоцкий район. Важно подчеркнуть, что более трети всего урожая зерна Витебщины, а это 287 тысяч тонн, сформировали интеграционные структуры. Глубокская и Полоцкая структуры намолотили по 55 тысяч тонн зерна. Витебская – более 71 тысячи тонн, что на 38% больше к прошлому году. Лидером по валовому сбору зерна с результатом 77 тысяч тонн стала Оршанская интеграционная структура. Мы благодарны нашим хлеборобам, которые с честью реализовали свою главную миссию. Отборным зерном нового урожая в полном объеме наполнили закрома государства. 12 сентября Витебщина первой и пока единственной в республике выполнила государственный заказ в объеме 102 тысячи тонн зерна. Такой вклад в продовольственную корзину страны – свидетельство верности крестьянскому долгу и высочайшей ответственности аграриев перед Родиной. Мы взяли курс на интенсивное земледелие. В области отработана структура посевных площадей. Основная цель – сформировать полноценный урожай за счет соблюдения севооборота, подбора наиболее благоприятных предшественников и соблюдения технологических регламентов по производству продукции растениеводства. Направление по расширению посевов зернобобовых и масличных культур себя оправдало. В текущем году намолочено 105 тысяч тонн зерна зернобобовых культур, что в 2 раза превышает прошлогодний показатель. Собрано 28,9 тысячи тонн гороха в чистом виде, что в 2,5 раза также больше, чем в 2017 году. В ближайшей перспективе мы должны выйти на 100 тысяч тонн в чистом виде гороха. Свыше 1000 тонн зернобобовых произведено в 28 хозяйствах области. Как пример, птицефабрика «Городок» 3700 тонн гороха в чистом виде. Высокие результаты продемонстрировали агрокомбинат «Юбилейный» и филиал Заднепровский Оршанского района. Соответственно, 3400 и 2200 тысяч тонн гороха. Сельскохозяйственное предприятие «Северный» Городокского района, Витебская бройлерная по 2000 тонн. А в целом эти организации обеспечили валовой сбор зернобобовых 12% от всего намолота. Ключевой аграрный индикатор – довести удельный вес зернобобовых до 15% от пашни, а это 120 тысяч гектаров. Нынешний год показал, есть целый ряд хозяйств, которые преуспели и в производстве рапса. Валовой сбор маслосемян рапса составил 99 тысяч тонн. Более 1000 тонн семян высокобелковой культуры получено в 7 хозяйствах области. 4000-ный рубеж перешагнула Витебская бройлерная птицефабрика. Лучшие урожайности достигли агрокомбинат «Юбилейный», Радуньская Оршанского района, Ольговская и филиал Мазалова ГАЗ Витебского района, Новые Горяны Полоцкого района. Необходимо последовательно расширять посевы рапса до 120 тысяч гектаров и получать не менее 200-250 тысяч тонн маслосемян. Благосостояние аграрного сектора Витебщины зависит от производства и реализации продукции животноводства, чья эффективность определяется прежде всего прочной кормовой базой. Расширение площадей многолетних трав,
увеличение удельного веса клеверов, упор на зернобобовые культуры, технологичное возделывание кукурузы подтвердили правильность выбранного курса. Нам крайне важно обеспечить отрасль животноводства собственным дешевым белком. Это залог снижения затрат на конечную продукцию, молоко и мясо, о чем постоянно напоминает глава государства. Стратегически важная и имиджевая для нашей республики культура лен. Основные точки приложения сил – повышение качества и количества вырабатываемого льноволокна с одновременным снижением его себестоимости, а также увеличение глубины переработки сырья с выходом на готовые изделия с высокой добавленной стоимостью. Для этого в первую очередь нужно загрузить производственные мощности льнозаводов, увеличить валовой сбор льнотресты по области. Второе – повысить качество заготовляемого сырья и, следовательно, вырабатываемого льноволокна. В текущем году закуплено 192 единицы техники как общего назначения, так и специализированной льноуборочной. Это уже дает результат. Сокращены сроки проведения сева, теребления и уборки льна. В текущем году лучший показатель достигнут Дубровинским льнозаводом. Руководитель Басенков Анатолий Дмитриевич. Заготовлено 10 тысяч тонн льнотресты средним номером 1,13. Получена урожайность 41,6 центнера с гектара. Это самый высокий показатель в республике среди льнозаводов. Стабильно получает высокую урожайность льна-долгунца Институт льна Национальной академии наук Беларуси. Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, в этом году на площади в 300 гектаров предприятием получено 45 центнеров с гектара тресты, семян 7 центнеров с гектара, и при этом льнотреста было получено средним номером 2,01. Используя опыт Института льна, уже в 2019 году Дубровинские и Ореховские льнозаводы с помощью ученых должны приблизиться к вышеназванным показателям. Мы и в дальнейшем будем развивать льноводческую отрасль. Нужно модернизировать все звенья производства и переработки льна от поля до прилавка. Ведь сегодня на большинстве льнозаводов основное вспомогательное технологическое оборудование имеет практически 100% износ. Также недостаточно мест для хранения сырья, поэтому важно в течение 3 лет произвести техническое переоснащение старых действующих льнозаводов, строительство и ремонт существующих шох. Это позволит сохранить сырье и производить льняную продукцию еще более высокого качества. Сегодня важно делать упор на увеличение производительности труда в растениеводстве через применение современной, высокопроизводительной сельскохозяйственной техники. К сожалению, ежегодное обновление тракторного парка составляет порядка 3%, при плановом не менее 10%. Этого крайне недостаточно. Всего имеется в области 6900 единиц. Из них почти половина тракторов старше 10 лет. 165 единиц – это те кировцы, которым возраст 25 до 30 лет. В то же время в области уже освоили производство почвообрабатывающей техники для хозяйств с учетом именно особенностей почв нашего региона. В частности, Тираспольский агросервис в этом году наладил выпуск новых культиваторов стерневого среднего типа КСС-9 и стерневого тяжелого КСТ-6. Витебский мотороремонтный завод в этом году поставил на поточное производство новый агрегат дисковый почвообрабатывающий АДС-6. Рабочие диски имеют диаметр 700 мм, что позволяет
осуществлять обработку почвы на глубину до 25 сантиметров с одновременной предпосевной подготовкой почвы. На выходе с конвейера модернизированный агрегат дисковый почвообрабатывающий АД-600 «Рубин». Преимущества выпускаемой техники: отлично выравнивают поле, стабильно держат глубину обработки, а самое главное – подготавливают почву к севу за один проход. Модернизировали сеялку зернотуковую, механическую, навесную ЦЗТМ-4Н, которая предназначена для родкового сева зерновых, зернобобовых, трав и других культур с одновременным внесением стартовых доз гранулированных минеральных удобрений. Увеличенный объем бункера для зерновой группы до тонна 100 кг и для удобрений до 370 кг. Позволяет эффективно выполнять необходимые операции именно сквозь призму экономической отдачи. Данная техника и агрегаты сегодня представлены на демонстрационной выставке. Вы можете их увидеть и внимательно рассмотреть. Для этих образцов техники на предприятии изготавливается вся номенклатура запасных частей. К тому же мотороремонтный завод имеет возможность производить ремонт двигателей ко всем видам сельскохозяйственной техники. Все это свидетельство работы специалистов различных рангов, которая направлена на развитие сельскохозяйственной отрасли. Есть еще одна аграрная доминанта – сделать эту сферу для каждого работающего престижной, а в обществе уважаемой. Решение в коррекции системы подготовки кадров и увеличение заработной платы. Определенный инструментарий в этом направлении выработан. Витебщина в этом году создала привлекательную систему материального стимулирования. В области внедрен подход по изменению схемы оплаты труда специалистам животноводческой отрасли, а также механизаторам. Но это, отмечу, только первый шаг мотивации сельского труда. Поэтапно мы будем пересматривать заработную плату и для других категорий сельскохозяйственных тружеников. Бесспорно, такой вектор развития отрасли – привлекаемое условие для кадров. А формировать положительную мотивацию к профессии нужно начинать еще со школьной скамьи. Сегодня мы делаем ставку на воспитание производственника, который завтра должен прийти на свое рабочее место подготовленным специалистом. С начала нынешнего учебного года во многих районах области созданы аграрные классы. В учреждениях профессионально-технического высшего образования пересмотрены учебные программы с акцентом на практическую часть, с учетом существующих реалий. Уже в текущем году увеличена продолжительность производственной практики в 2 раза, которую учащиеся проходят в передовых хозяйствах области. Студента следует проучать к полю и к ферме с 1-го года учебы. Несомненно, организациям, как заказчикам кадров для села, надо непосредственно участвовать в формировании команды профессионалов для своих предприятий. Уважаемые труженики хлебной нивы, руководители районов, предприятий, специалисты сельскохозяйственного производства. Сегодня мы выражаем слова огромной благодарности всем вам, кто избрал в своей профессии самый необходимый для человечества труд. Вы наше богатство, хранители опыта, традиций и мастерства. Мы благодарны ветеранам, молодежи, сельским жителям, подшефным городским организациям за помощь селу в горячую уборочную кампанию. Ответственное отношение к делу. Глубокую признательность высказываем руководству управления открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» за помощь в укреплении материально-технической базы организации аграрно-промышленного комплекса. Руководству концерна «Белнефтехим» за помощь и поддержку приобретения горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. Отмечаем плодотворное сотрудничество с нашими партнерами: Минским тракторным заводом, генеральный директор Домотенко Федор Александрович, Гомсельмашем,
генеральный директор КамКО Александр Иванович, Амкадором председатель Совета директоров Шакутин Александр Васильевич, Национальной академии наук Беларуси председатель президиума Гусаков Владимир Григорьевич и другими. К Дажинкам в Верхнедвинском районе модернизированы практически все объекты потребительской кооперации. Наша признательность председателю управления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Иванову Валерию Николаевичу. Во время подготовки к фестивалю создан выразительный облик Верхнедвинска. Благодаря преобразованиям столица нынешних Дажинок приобрела черты современного города. Более 200 объектов получили второе рождение. Многое сделано для того, чтобы люди имели достойную инфраструктуру, хотели жить, создавать семьи, трудиться. Второе дыхание обрели здания Центральной районной библиотеки, детской школы искусств. Своеобразным ресурсным центром для продвижения инноваций в образовании района стала средняя школа номер 2, которая распахнула свои двери после капитального ремонта накануне Дня знаний. Мы открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс» с бассейном, 2 саунами, тренажерным и залом для фитнеса. Модернизированное здание районного центра культуры и народного творчества. Подарком для жителей райцентра стал и 12-квартирный жилой дом, который построен в рекордные сроки за 4,5 месяца. Новый облик обрели центральная площадь юбилейная, городской сквер, набережная Двины. Появился фонтан. Больше привлекательности столицы Дажинок добавили оригинальные цветочные композиции, созданные участниками прошедшего в Верхнедвинске областного конкурса профмастерства по ландшафтному дизайну. Заметно улучшилось качество улично-дорожной сети. Свою лепту в наведение порядка внесли жители, благоустраивая и украшая личные придомовые территории. За это вам тоже отдельное спасибо. После окончания праздника обновление Верхнедвинщины продолжится, ведь сделанное остается людям, остается на века. Сегодня Верхнедвинск передает эстафету празднования областного фестиваля ярмарки тружеников села Дажинки Браславу. В результате масштабных преобразований Браславщина должна стать лучшим туристическим центром страны. Общими усилиями мы сделаем многое для того, чтобы наши районные центры радовали глаз, были комфортными для жизни, привлекательными для жителей и гостей. Именно так на деле реализуется идея построения сильной и процветающей Беларуси. Государство для народа. Такая современная белорусская модель развития, которая базируется на повышении благосостояния людей, развитии экономики и ее локомотива сельского хозяйства, поддержана главой государства. Выражаем благодарность президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко за то огромное внимание, которое он оказывает северному региону страны. Поддержка главы государства для нас крайне важна. Огромное за это спасибо. Благополучие нашей области и страны в целом складываются, конечно же, из добросовестного труда людей, которые чувствуют биение сердца родной земли, знают настоящую цену хлебу. Пусть ваши усилия всегда приводят к впечатляющим результатам. Ливни и засухи минуют угодья, а урожай превышает самые смелые замыслы. Уважение, почет и слава нелегкому крестьянскому труду. С праздником, дорогие друзья, дорогие наши уважаемые аграрии! В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета определены победители областного соревнования.
За победу на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур по совокупности критериев оценки среди районов награждаются: первое место – Витебский район. Председатель районного исполнительного комитета Геннадий Геннадьевич Сабынич. Первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Петр Николаевич Коренкович. Району вручается диплом и денежная премия в сумме 7350 рублей. Второе место занял Верхнедвинский район. Председатель районного исполнительного комитета Игорь Иванович Маркович. Первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Василий Николаевич Шилов. Району вручается диплом и денежная премия 6125 рублей. Третье место занял Полоцкий район. Председатель районного исполнительного комитета Николай Николаевич Шевчук, заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Николай Николаевич Боротынский. Району вручается диплом и денежная премия 4900 рублей. За победу в соревновании среди интеграционных структур на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур награждается открытое акционерное общество «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», генеральный директор общества Василий Кузьмич Хаменок. Акционерному обществу вручается диплом и денежная премия в сумме 7350 рублей. За победу в соревновании среди сельскохозяйственных организаций на уборке зерновых и зернобобовых культур награждаются: в первой группе хозяйств филиал сельскохозяйственное производство «Мазоловогаз» Витебского района, производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз», руководитель производства Роман Равшанович Бабаев. Филиалу вручается диплом и денежная премия в сумме 6125 рублей. Во второй группе хозяйств открытое акционерное общество Шайтерова Верхнедвинского района директор Михаил Петрович Гуменков. Акционерному обществу вручается диплом и денежная премия в сумме 6125 рублей. За победу в соревновании среди сельскохозяйственных организаций по производству зернобобовых культур награждается открытое акционерное общество «Птицефабрика Городок». Руководит организацией заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат» Александр Григорьевич Колодич. Вручается диплом и денежная премия в сумме 6125 рублей. Победителем среди районов на уборке рапса по совокупности критериев стал Витебский район. Председатель районного исполнительного комитета Геннадий Геннадьевич Сабынич. Первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета Коренкович Петр Николаевич. Району вручается диплом и денежная премия в сумме 7350 рублей. За победу среди интеграционных структур на уборке рапса награждается открытое акционерное общество «Витебский мясокомбинат», генеральный директор Виктор Васильевич Поздняк. Акционерному обществу вручается диплом и денежная премия в сумме 7350 рублей. За победу среди сельскохозяйственных организаций, вошедших в интеграционные структуры, на уборке рапса награждается сельскохозяйственный филиал селекционно-гибридный центр «Заднепровский» открытого акционерного общества «Аршанский комбинат хлебопродуктов», директор филиала Игорь Аркадьевич Василенко. Сельскохозяйственному филиалу вручается диплом и денежная премия в сумме 6125 рублей. За победу среди сельскохозяйственных организаций, не вошедших в интеграционные структуры, на уборке рапса награждается открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика», генеральный директор Анна Васильевна Норкус. Акционерному обществу вручается диплом и денежная премия в сумме 6125 рублей. Уважаемые победители,
конечно, памятное фото. Аплодисменты всех присутствующих первым победителям. Дорогие друзья, пожалуйста, занимайте свои места в зрительном зале. За победу в номинации среди главных агрономов сельскохозяйственных организаций награждаются в первой группе хозяйств: Елена Юрьевна Чачуева, главный агроном открытого акционерного общества «Правда С» Дубровинского района. Во второй группе хозяйств Ольга Петровна Велюга, главный агроном открытого акционерного общества Шайтерова Верхнедвинского района. Главным агрономам вручаются благодарственные письма и денежные премии по 980 рублей. За победу в соревновании среди старших комбайнеров и комбайнеров награждаются в первой группе комбайнов Алексей Александрович Горбачев, старший комбайнер, и Владимир Владимирович Василенок, комбайнер филиала Витебская опытная мелиоративная станция Института мелиорации, Республиканского научного унитарного предприятия Институт мелиорации Сенинского района, намолотившие на комбайне КЗС 10К Полесье 1636 тонн зерна. Во второй группе комбайнов Николай Григорьевич Чекчиков, старший комбайнер открытого акционерного общества «Правда С» Дубровинского района. На комбайне КЗС 1218 Полесье, намолотивший 1804 тонны зерна. В третьей группе комбайнов Леонид Леонидович Алексеенко, старший комбайнер, и Павел Викторович Ханяк, комбайнер сельскохозяйственного производственного филиала Заозерье Лепельского района открытого акционерного общества Витебский мясокомбинат. На комбайне New Holland CR 980 намолотившие 4412 тонн зерна, что в текущем году является самым высоким результатом среди комбайнеров области. Ваши аплодисменты! За победу в соревновании среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных организаций в возрасте до 31 года награждаются во второй группе комбайнов Евгений Николаевич Кухарев, старший комбайнер открытого акционерного общества «Витебская бройлерная птицефабрика». На комбайне КЗС 1218 Полесье, намолотивший 1531 тонну зерна. В третьей группе комбайнов Дмитрий Алексеевич Воднев, старший комбайнер, и Артем Вячеславович Скрабневский, комбайнер открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат». На комбайне New Holland CR 980, намолотивший 2574 тонны зерна. Всем победителям соревнований вручаются благодарственные письма и денежные премии в сумме 1715 рублей. Старшему комбайнеру экипажа 1029 рублей, комбайнеру 686 рублей. За победу в соревновании среди водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, награждаются в первой группе техники Олег Петрович Жуков, водитель открытого акционерного общества «Витебская бройлерная птицефабрика», который на автомобиле ГАЗ-САЗ-2507 грузоподъемностью 4,4 тонны перевез 1837 тонн зерна. Олег Петрович на протяжении 10 лет занимает первые места в соревновании водителей. Во второй группе техники Николай Григорьевич Шабусов, водитель открытого акционерного общества «Каманина» Дубровинского района, который на автомобиле МАЗ 555-102-220 грузоподъемностью 8 тонн перевез 2124 тонны зерна. В третьей группе техники Андрей Евгеньевич Зайцев, водитель сельскохозяйственного филиала «Селекционно-гибридный центр Заднепровский» открытого акционерного общества «Аршанский комбинат хлебопродуктов». На автомобиле МАЗ 551-605 грузоподъемностью 20 тонн перевез 3765 тонн зерна.
За победу в соревновании среди молодых водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов в возрасте до 31 года, в первой группе техники награждаются Александр Викторович Черногузов, водитель филиала Рудакова Витебского района открытого акционерного общества «Молоко», который на автомобиле ГАЗ-35071 грузоподъемностью 4,4 тонны перевез 1071 тонну зерна. В третьей группе техники Дмитрий Владимирович Иванов, водитель открытого акционерного общества «Витебская бройлерная птицефабрика». На автомобиле МАЗ-551-605 грузоподъемностью 20 тонн перевез 2431 тонну зерна. Водителям, ставшим победителями в группах транспортных средств, вручаются благодарственные письма и денежные премии в сумме 980 рублей каждому. В связи с низкими производственными показателями в номинации среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных организаций в возрасте до 31 года, в первой группе в номинации среди молодых водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов в возрасте до 31 года, во второй группе места не присуждались. За победу в номинации среди трактористов-машинистов, занятых на заготовке травяных кормов, на комбинированных рулонных пресс-подборщиках-упаковщиках, награждается Виктор Сильвестрович Тимофеев, тракторист открытого акционерного общества «Жвиронка» Шарковщинского района, который заготовил 5261 тонну высококачественных травяных кормов в 8769 рулонах. Победителю вручается благодарственное письмо и денежная премия в сумме 1715 рублей. Спасибо за труд, дорогие друзья. И, конечно же, по традиции, общее памятное фото. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, мы просим вас занять места в зрительном зале. А на сцену приглашаются руководители сельскохозяйственных организаций, занявших первые места в номинациях по производству зерновых и зернобобовых культур и рапса, которым вручаются подарочные сертификаты на автомобиле «Лада-21-214». Роман Равшанович Бабаев, управляющий филиала «Сельскохозяйственное производство Мазалова-ГАЗ» Витебского района производственного республиканского унитарного предприятия «Витебск-облгаз». Михаил Петрович Гумненков, директор открытого акционерного общества Шайтерова Верхнедвинского района. Александр Григорьевич Колодич, директор открытого акционерного общества «Птицефабрика Городок». Игорь Аркадьевич Василенко, директор сельскохозяйственного филиала «Селекционно-гибридный центр Заднепровский» открытого акционерного общества «Аршанский комбинат хлебопродуктов». Анна Васильевна Норкус, генеральный директор открытого акционерного общества «Витебская бройлерная птицефабрика». Подарочные сертификаты и ключи от тракторов марки «Беларусь-82» вручаются сельскохозяйственным организациям, возглавляемым молодыми руководителями и руководителями-женщинами, внесшими личный вклад в проведение всех технологических циклов по производству сельскохозяйственной продукции. Жанна Леонидовна Торлецкая, директор открытого акционерного общества «Леонишино» Верхнедвинского района. Василий Сергеевич Фисюк, директор открытого акционерного общества «Бельковщина» Верхнедвинского района. Иван Владимирович Юрашек, директор открытого акционерного общества «Туркова», Миорский район. Александр Николаевич Кругляков, директор открытого акционерного общества «Полоцкий агросервис» Полоцкого района. А также учреждения образования. Ульский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства имени Даватора. Директор Александр Антонович Пашкевич.
Видзовский государственный профессионально-технический колледж, директор Михаил Владимирович Смирнов. Награждена еще одна группа победителей и, конечно же, фото на память. Спасибо большое, занимайте свои места в зрительном зале. Руководителям сельскохозяйственных организаций, недавно вошедшим в интеграционные структуры, для укрепления материально-технической базы вручаются сертификаты и ключи от автомобилей «Лада 21214», «Рено Дастер», «ГАЗ Соболь», погрузчиков «Амкадор 342 С4», «Амкадор 320», сельскохозяйственной техники и легковых автомобилей. На сцену приглашаются Игорь Афанасьевич Коченков, директор открытого акционерного общества «Литосово». Роман Олегович Хименков, директор сельскохозяйственного унитарного предприятия «Стринатки». Сергей Петрович Мушкат, заместитель директора государственного предприятия «Озерцы». Григорий Николаевич Мина, директор филиала Повятья унитарного предприятия «Чересы». Александр Владимирович Дегтярев, директор открытого акционерного общества «Слободка Агро». Владимир Казимирович Бондаренко, директор филиала «Клястицы» унитарного производственного предприятия «Полоцкий молочный комбинат». Александр Георгиевич Миронович, заместитель директора коммунального унитарного предприятия «Захарничи». Александр Викторович Свирский, заместитель директора по производству открытого акционерного общества «Задровье» Оршанского района. Виталий Николаевич Воробьев, директор филиала «Вымна» открытого акционерного общества «Молоко», город Витебск. Алексей Валерьевич Гарбуль, директор унитарного производственного предприятия «Ужица Агро». Олег Болеславович Янукович, директор сельскохозяйственного унитарного предприятия «Чересы». Константин Генрихович Гайлевский, управляющий филиала «Камайский Агро». Ваши аплодисменты группе награжденных. Памятное общее фото. И мы просим вас занять места в зрительном зале под аплодисменты. Ганаровыя граматы Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта уручаюцца Александру Михайловичу Субботину, члену коллегии по промысловости и агропромысловым комплексе Еўразійскай эканамічнай камісіі за добрасумленную працу, значны асабісты ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё Віцебскай области. Виктору Михайловичу Маслову, директору открытого акционерного товариства «Витебский мотороремонтный завод» за шматгадовую добросумленную працу, своечасовую организацию ремонта сельскохозяйственной техники, организации агропромыслового комплексу Витебской области. Олегу Викторовичу Скрабнеўскаму, намесніку генеральнага дырэктара па сельскагаспадарчай вытворчасці адкрытага акцыянернага таварыства «Витебскі мясакамбінат» за шматгадовую добрасумленную працу, высокі прафесіяналізм, асабісты ўклад у развіццё аграпрамысловага комплексу Вітебшчыны.
Миколаю Игнатьевичу Свирка, галоўнаму інжынеру сельскагаспадарчага унітарнага прадпрыемства «Блізніца» Полацкі раён за добрасумленную працу, значны ўклад у дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў па выніках уборк урожаю 2018 года. Александру Миколаевичу Парфяновичу, галоўнаму інжынеру адкрытага акцыянернага таварыства «Бягомельская», Докшыцкі район, за добрасумленную працу, значны ўклад у дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў па выніках уборкі ўраджаю 2018. Пятру Пятровичу Гузову, трактарысту-машыністу сельскагаспадарчай вытворчасці адкрытага акцыянернага таварыства «Агракамбінат юбілейны» Аршанскі раён, за добрасумленную працу, значны ўклад у дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў па выніках уборкі ўраджаю 2018 года. Падзяка старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта аб'яўляецца Віктору Васильевичу Фаміну, дырэктару камунальнага дачыннага унітарнага прадпрыемства меліярацыйных сістэм Верхнядзвінская ПМС за добрасумленную працу, значны ўклад у арганізацыю работ па навядзенні парадку на меліярацыйных сістэмах Верхнядзвінскага района. Олегу Миколаевичу Шутову, водителю автомобиля механичного участка «Барздовка» унитарного предприемства «Барздовка Агро» Аршанский район, за добросумленную працу досягнения высоких вытворчых паказчыкаў по вынікам уборки урожаю 2018 года. Іллі Сергеевичу Пономаренку, выпускнику 2018 года установы адукации Глыбоцкі дзяржаўны прафесійны ліцэй, водителю автомобиля коммунального унитарного сельскохозяйственного предприемства Ляхаўшчына Агро, Пастаўскі район, за активный удел у проведении весенних полевых работ у сельскохозяйственном унитарном предприемстве Константинов двор. Валерию Эдуардовичу Курто, навучэнцу 3-го курса установы адукацыі Пастаўскі дзяржаўны колледж, за актыўны ўдзел ва ўборцы ўраджаю 2018 года у адкрытым акцыянерным таварыстве «Хацілы Агро». Татьяне Ивановне Альшевской, навучэнцы 1-го курса установы адукацыі Відзаўскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж, Браслаўскі район, за актыўны ўдзел у правядзенні вясенних полевых работ у адкрытым акцыянерным таварыстве «Бярозавы край». Шановныя сябры, канечне ж, фото са старшынёй Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. Воплески у глядельной зале, и мы вас просим занять свои места. Уважаемый Николай Николаевич, пожалуйста, еще несколько слов. Торжественное мероприятие – это радостные минуты. Приятно чествовать, жать руку, видеть ваши улыбающие лица и зная, что за этим стоит, какой тяжелый труд, сколько действительно пота, сколько ночей, которые не досыпали, когда рано встаем, поздно ложимся. Вы заслуживаете уважения. Это ваш праздник. Праздник тех, кто работает на земле. И праздник для тех, которые вот только что выходили. Молодежь и наши дети. Будущее в ихних руках. С праздником всех. Всем хорошего праздничного настроения. Спасибо, Николай Николаевич. Пожалуйста, проходите в зрительный зал. Древний белорусский обряд празднования конца жатвы. Не смогли уничтожить ни годы, ни войны. Традиция оказалась настолько сильной, что в 1996 году в Беларуси появился новый праздник – республиканские дожинки. Исторический факт. Столицей второго республиканского фестиваля ярмарки был город Мосты в Гродненской области. Именно там глава государства вручил ценный подарок – автомобиль победителю республиканских дожинок 1997 года, директору производственно-хозяйственной фирмы «Нива», общество с ограниченной ответственностью Аршанского района,
А ныне председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шерстневу. Столь масштабное празднование дожинок характерно лишь для Беларуси. Ни одна страна на постсоветском пространстве не празднует окончание жнива с таким размахом. И сейчас для вас споет Надежда Авласевич. Белорусские сельские жители, вам должны быть и честь, и почет. Ведь каждый селянин всю душу, все силы земле отдает. Кровью и потом политая помнит земля Беларусь. Дорога она сельскому жителю, каждый скажет: землей я горжусь. И молоком, и хлебом пахнут родные поля. Самая лучшая в мире наша родная земля. Сеем овес и пшеницу, и бульбу сажаем всегда. Белорусские сельские жители, вам за это и честь, и хвала. И по старой доброй традиции, когда весь урожай уберем, будем чествовать всех победителей, на дожинках им руку пожмем. На дожинках усталость отступит, и душа соловьем запоет. Ведь дожинки — большой сельский праздник, мы встречаем его каждый год. И молоком, и хлебом пахнут родные поля. Самая лучшая в мире наша родная земля. Сеем овес и пшеницу, и бульбу сажаем всегда. Белорусские сельские жители, вам за это и честь, и хвала. И молоком, и хлебом пахнут родные поля. Самая лучшая в мире наша родная земля. Сеем овес и пшеницу, и бульбу сажаем всегда. Белорусские сельские жители, вам за это и честь, и хвала. Белорусские сельские жители, вам за это и честь, и хвала. С наилучшими пожеланиями гостям и участникам праздника тружеников села Дожинки-2018 вокальная группа Витебского государственного колледжа культуры и искусств. Каждый день, в каждый дом есть своя дорога. По одной к любви придешь, по другой к тревоге. Все дорожки, все пути выбираем сами. Нам поможет солнце свет под небесами. Нам поможет солнце свет под небесами. Собираясь в дальний путь, попроси у Бога, чтобы доброю была твоя дорога. А до дома 1000 верст, еще немножко, и с друзьями веселей кажется дорожка. И с друзьями веселей кажется дорожка. Эх, дорога, эх, еще немного, ждут тебя твои родные дома у порога. Ждут тебя
тебя твои родные дома у порога. По какому по пути нам с тобой еще пройти, если б знать наверняка, где таится счастье? Если радость ты несешь и с добром в душе живешь, то твою дорожку обойдет ненастье, то твою дорожку обойдет ненастье. Эх, дорога, эх, еще немного, ждут тебя твои родные дома у порога. Ждут тебя твои родные дома у порога. Эх, дорога, эх, еще немного, ждут тебя твои родные дома у порога. Ждут тебя твои родные дома у порога. Эх, дорога, эх, еще немного, ждут тебя твои родные дома у порога. Ждут тебя твои родные дома у порога. Вокальная группа Витебского государственного колледжа культуры и искусств. На сцену приглашается председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Павлович Андрейченко. Дорогие земляки, труженики сельского хозяйства, победители, лидеры жатвы, уважаемые гости. Мне сегодня доставляет особое удовольствие от имени депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, которые находятся в этом зале, от имени Национального собрания Республики Беларусь, сердечно вас всех приветствовать в этом помолодевшем, изменившемся до неузнаваемости городе Верхнедвинске. Мне посчастливилось в свое время жить и работать в этом городе. И я знаю, с каким уважением, трепетом и любовью жители Верхнедвинска всегда относились к своему городу. В этом году городу оказана большая помощь со стороны области, промышленных предприятий, строителей, дорожников. Поэтому всем за это огромное спасибо. Главное это сохранять и приумножать. Очень приятно, что Витебщина в очередной раз отдает дань глубокого уважения труженикам села. Несмотря на все трудности, которые имеются в нашей стране, как и в других государствах, сельскому хозяйству в Республике Беларусь, развитию его территорий всегда уделялось и уделяется приоритетное внимание. Трудности, проблемы всегда находили понимание и поддержку со стороны президента Республики Беларусь, правительства и нашего законодательного органа. Мы сегодня чествуем победителей жатвы. Я считаю, что это правильно, потому что при всей важности развития и животноводства, и других направлений сельского хозяйства, все-таки валовый сбор зерна – это, наверное, базовый показатель, показатель, от которого зависит развитие животноводства, финансовое состояние хозяйств и, в конце концов, благополучие наших граждан. Витебщина сработала в этом году достойно. По итогам 8 месяцев валовое производство выше прошлого года.
потому что Витебщина в этом году произвела больше мяса. Выполнен государственный заказ по зерну, больше посеяно озимых, значительно больше заготовлено кормов, а это создана хорошая база для следующего 2019 года. За этим, конечно, большой труд стоит тружеников сельского хозяйства, ветеранов, которые в разные годы работали на различных должностях, и в партийных, и в советских, хозяйственных органах, которые сегодня тоже здесь присутствуют. Им за это большое спасибо. Безусловно, много нерешенных проблем, много еще узких мест. Об этом говорил сегодня Николай Николаевич. Это очень важно, что вы их понимаете. И я думаю, что в области еще прекрасное будущее. Я еще раз вас поздравляю всех. Всем желаю счастья, здоровья, благополучия и процветания родной Витебской области. Спасибо, Владимир Павлович. Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь награждаются Михаил Владимирович Лузин, генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго». Андрей Марьянович Петрага, тракторист-машинист сельскохозяйственного унитарного предприятия «За Родину». Благодарность председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь объявляется Александру Георгиевичу Капшулю, директору республиканского унитарного дочернего предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Беларуснефть», «Витебск-облнефтепродукт». Михаилу Петровичу Гумненкову, директору открытого акционерного общества Шайтерова Верхнедвинского района. Владимир Павлович, фото с награжденными на память. Спасибо, ваши аплодисменты. Владимир Павлович, секундочку, подождите, вас мы попросим остаться еще на сцене. От благодарной Верхнедвинской земли примите этот подарок. Спасибо. Истинный патриотизм – это любовь к родине, ко всему, что ее определяет, к своему народу и его истории, языку и традициям, к родным пейзажам. Это особенное, ни с чем не сравнимое эмоциональное переживание принадлежности к земле своих предков. Для вас споет Ангелина Ломака. Родний край, ніби рай, манить нас кожний час, де себе завіп'єш щодня знов і знов. Край озер, аж до зор, подимав і взвишав, през веки і лихолетті весна. Чистая як сльоза, світле ніби сонця промні, прото моїх земля. Вірш свою завсюди помні, ти у мене одна, сердцу такая дорогая, чистая белая, щирая, добрая, святая. Водар трав нас єднав, з віку вік чоловік, черпав мудрості, границу і спокой. Мирна жизнь не
заповедь промежный помним мы с тобой. Чистая слеза, светлое небо, солнце промні, просто моїх земля. Вірш свою завсёды помни, ты у меня одна. Сердцу такая дорогая, чистая белая, щирая, добрая, святая. Чистая слеза, светлое небо, солнце промні, просто моих земля. Вірш свою завсёды помни, ты у меня одна. Сердцу такая дорогая, чистая, белая, щирая, добрая, святая. Ваши аплодисменты, Ангелина Ломака! Спасибо Витебской земле, спасибо вам за урожай. С праздником! Спасибо. Жизнеутверждающую песню, хорошо знакомую многим поколениям зрителей, своему родному городу дарит уроженец Верхнедвинска Алексей Синица. С праздником, любимый город! В городах, где порою не видно зари, где за крышами спрятана даль, по весне, словно добрые духи земли, прорастают цветы сквозь асфальт. От того, что загадка какая-то есть на земле у любой красоты. От того, что родился и вырос я здесь, я люблю городские цветы. Городские цветы, городские цветы. Вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым. Городские цветы, городские цветы. Навсегда завладели вы сердцем моим. Городские цветы, городские цветы. Навсегда завладели вы сердцем моим. В час, когда фонари в фиолетовой мгле цедят свет над ночной мостовой, снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах, поросших травой. Может быть, как никто понимаю я вас, потому что, устав на бегу, проклинал этот город я 1000 раз, а покинуть вовек не могу. Городские цветы, городские цветы. Вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым. Городские цветы,
завладели вы сердцем моим. Городские цветы, городские цветы, вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым. Городские цветы, городские цветы, навсегда завладели вы сердцем моим. Городские цветы, городские цветы, навсегда завладели вы сердцем моим. Алексей Синица, ваши аплодисменты! На сцену приглашается заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Иванович Русый. Уважаемый Николай Николаевич, Владимир Павлович, глубоко уважаемые победители соревнования хлеборобов, уважаемые жители Верхнедвинска, наши гости, от имени правительства позвольте искренне поприветствовать вас на этом высоком, светлом и крайне необходимом для всех нас празднике. Ибо каждый из нас понимает, что никакая глыба золота не может заменить маленький кусочек хлеба. Поэтому Бог нам дал землю. И такая, какая есть земля, она наша. И мы научились на ней работать. И вы этим своим трудом вы доказали, и не один раз. И пускай тяжело, но мы все равно делаем тот результат. Особые слова благодарности от имени правительства, находясь на этой земле, я хотел бы сказать всем хлеборобам Витебщины, работникам нефтехимического комплекса, работникам промышленности, Белкопсоюзу, каждой семье, каждой жене, маме, которые отправили своего сына, своего мужа рано утром, возвращались они рано, поздно вечером, и вот приходит на ум одна цитата, когда Бог собрал апостолов и спросил: вот вы трудитесь с утра до ночи, а ради чего? Но апостолы ответили: не для себя, Боже, не для себя, а ради имени Твоего. Так и вы не доспали, не долюбили, но все это делали ради имени нашей страны, ради безопасности страны, ради жизни, достойной нашим людям. И ваш результат воплотился вот именно в этом городе. Ведь в 1996 году, когда глава государства принимал решение о возобновлении этого праздника, там был заложен глубочайший смысл. Это не только чествование людей достойнейших, людей, которые хлеб растят, которые обеспечивают безопасность страны, но и развитие территории. И с каждым годом Дожинки получали довольно широкие размахи, давали развитие образованию, культуре, появлялись новые дома, появлялись спортивные залы. Глава государства 3 года тому назад после жлобинских дожинок сменил формат. И он сказал: теперь будут не одни дожинки, а будет 6 в каждом регионе. А в каждом районе будут подводить в агрогородке. И поставлена задача приводить территории, которые в надлежащее состояние, которые позволяют достойно жить людям. И пример вот мы сегодня видим в Верхнедвинске. Вы видите, сколько новых объектов введено.
Сколько люди имеют возможности детишек направить в музыкальную школу, в дом культуры, в кружки. Прекрасный оздоровительный центр у вас создан, просто прекрасный. Но надо понимать, что все это деньги бюджета. А бюджет надо наполнять, а наполнять именно вот таким трудом, какой делаете вы. И вот когда люди хотят жить достойно и берут подкову, вот сегодня нам подарили подковы, там кузнец, как ее повесить, вверх или вниз? И говорят, надо вверх, чтобы деньги скапливались. По-моему, надо эту подкову прибить, как говорят, на копыта и пахать, пахать и пахать. И тогда мы будем иметь достойный результат, что вы и делаете. Особые слова, я вот поддерживаю Владимира Павловича. Я хотел бы сказать ветеранам, руководителям хозяйств, руководителям районов, всех рангов и уровней. Они вот там сидят в 3-м роду, мы с многими приходилось работать. Ведь вы заложили этот фундамент. И вы посмотрите, вот когда мы рассказывали нам про первые доильные залы, я вот помню, с Владимиром Павловичем Леонишиным мы первый этот зал монтировали. Люди с таким недоверием смотрели, ну будет вроде бы сказка, но эта сказка стала былью. Нам сегодня надо работать, мы многое сделали, но многое еще и не сделали. Нам надо иметь достойный урожай, нам надо иметь продукцию, которая конкурентоспособна и с высокой добавленной стоимостью. И это мы можем, и мы с вами это все сделаем. Еще раз в завершении выступления позвольте от имени правительства высказать слова глубочайшей признательности, благодарности всем вам, всем людям Витебщины, всем труженикам, потому что мы все выходцы из деревни. И вот, находясь на таких мероприятиях, сердце просто щемит, и ты становишься частичкой вот этой, будем говорить, нераздельной любви к деревне. Ведь корни культуры, истоки культуры. И все мы вышли оттуда с деревни. Поэтому спасибо вам за труд ваш. Удачи вам, что в следующем году, находясь в очередном районном центре, мы сказали, что да, Витебщина получила урожай 780, но ее, будем говорить, потенциал это 1,5 миллиона. Вот нам надо ставить эту задачу. Будет хлеб, будет песня. Поэтому я хотел бы, чтобы в каждой вашей душе, в каждой семье навсегда поселился урожай. Урожай в здоровье, урожай в семьях и урожай в карманах. С праздником! Спасибо, уважаемый Михаил Иванович. И, конечно же, награждение. Почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь награждаются Геннадий Геннадьевич Сабынич, председатель Витебского районного исполнительного комитета. Игорь Иванович Маркович, председатель Верхнедвинского районного исполнительного комитета. Олег Михайлович Лындин, председатель Дубровинского районного исполнительного комитета. Дорогие друзья, памятное фото. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. Занимайте свои места зрителям в зале. Мастер своего дела – это наивысшая похвала человеку, специалисту со стороны коллег и руководства. И заслужить это звание дорогого стоит. Для того, чтобы мечта стала реальностью, надо любить свою работу, обладать профессиональным талантом и добиваться результата, несмотря ни на какие трудности. Мастеров своего дела, хлеборобов Витебской области поздравляет Дмитрий Стриж.
Дмитрий Стриж. На сцене Дмитрий и ансамбль гармонистов «Забава» республиканского унитарного предприятия «Витебск облгаз». Дмитрий Стриж и ансамбль «Забава». Громче, громче звучат аплодисменты. Хорошие новости для уважаемых участников фестиваля. 15 подарочных сертификатов на оздоровление в санаторно-курортном комплексе Плиса работникам сельского хозяйства области учреждены председателем наблюдательного совета производственно-строительного общества «Трестпромстрой» Валерием Михайловичем Мазовко. Ну а также принимайте творческое поздравление от земледельцев Латвийской Республики. Андрупенский фольклорный коллектив «Совольники» исполнит для вас латышскую народную песню «Скайста, скайста, тей майженя», что в переводе означает «прекрасное местечко». Мы любим и гордимся своей землей. Мы счастливы работать на ней с песней. Ой,
Сольники, Латвия! Слово предоставляется заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Ивану Ивановичу Смильгиню. Уважаемые хлеборобы Витебской области, гости этого замечательного фестиваля, от себя лично хочу поздравить вас с этим праздником, пожелать вам добра, здоровья, счастья вам и вашим родным и близким. Сегодня в своем выступлении Николай Николаевич четко ответил на все вопросы, начиная от посевной, заканчивая уборочной. Осветил, какие были проблемы, какие были победы. И сегодня поставил есть задачи, которые стоят сегодня перед хлеборобами Витебской области. Я сегодня уверен, что такому сильному, сплоченному коллективу витебских аграриев по силу решать самые разные задачи. От себя лично еще раз поздравляю с этим замечательным праздником, с дожинками. И разрешите зачитать приветственный адрес от министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Уважаемые хлеборобы Витебщины, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь поздравляет вас с завершением уборки зерновых и зернобобовых культур. В текущем году в Витебской области намолочено более 750 тысяч тонн зерна, зерновых и зернобобовых культур. И это послужило значительным вкладом в обеспечение продовольственной безопасности. Полученный результат достигнут во многом благодаря высокому профессионализму, мастерству и самоотверженному труду аграриев региона, целенаправленным организационным действиям администрации исполнительных комитетов, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, сервисных служб. Желаем всем работникам агропромышленного комплекса Витебской области дальнейших успехов в укреплении аграрной экономики на основе увеличения производства сельскохозяйственной продукции и снижения затратности в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и повышения материального уровня белорусского народа. Крепкого здоровья и семейного благополучия вам, труженики Витебщины, дальнейших успехов в развитии агропромышленного комплекса родного края. Министр сельского хозяйства Леонид Константинович Заяц. И еще раз, уважаемые коллеги, с праздником!
За добросовестный труд, значительный вклад и достижение высоких показателей почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь награждаются Василий Борисович Леонтьев, директор коммунального унитарного производственного предприятия Витебская областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства. Василий Кузьмич Хоменок, генеральный директор открытого акционерного общества «Полоцкий комбинат хлебопродуктов». Станислав Святославович Козлов, главный агроном филиала Рудакова, открытого акционерного общества «Молоко», город Витебск. Сергей Викторович Гусенцов, тракторист-машинист сельскохозяйственного филиала «Первомайская», открытого акционерного общества «Аршанский комбинат хлебопродуктов», Дубровинский район. Николай Алексеевич Малахов, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Маяк Высокая», Аршанский район. Благодарность министра объявляется Сергею Федоровичу Москаленку, директору открытого акционерного общества «Барсучанка», Докшицкий район. Альберту Загирбековичу Махмудову, директору коммунального унитарного производственного сельскохозяйственного предприятия Верхнедвинского района Кохановичи. Николаю Федоровичу Грищенко, главному инженеру-механику филиала «Весна-Энерго» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебск-Энерго», Полоцкий район. Александру Викторовичу Яночкину, трактористу-машинисту открытого акционерного общества «Курополье Агро», Поставский район. Дорогие друзья, общее памятное фото под ваши аплодисменты. Спасибо большое. Занимайте свои места в зрительном зале. Хлебороб – великая профессия. Вырастить хлеб – дело святое. Многие не подозревают, насколько тяжела и ответственна эта профессия. Только родные и близкие видят, каким трудом достается урожай. Встречая хозяина дома поздно вечером с черным от пыли лицом и красными от напряжения и усталости глазами. Спасибо за труд, за каждый колосок, каждое собранное вами зернышко. Вы заслужили этот праздник. Выступает ансамбль песни, музыки и танца «Талака», Витебская областная филармония. Солисты Александр Шломан и Валерий Бруйко. Зацвела опять под окнами сирень. Мне запомнился надолго этот день. Застучало сердце, не заснуть всю ночь. О любви своей гоню я думы прочь. Цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. И снова кругом, ох, голова, когда встречаю я тебя. Да. Когда встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Застучал весенний дождь в мое окно, и с тобой одной я встречи жду давно. Нет покоя мне от радостной любви. В затеянии вы
сегодня приходи. Цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. И снова кругом, ох, голова, когда встречаю я тебя. Ох, да. Когда встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Тропы все уже намокли от дождя. Так хочу опять увидеть я тебя. Вечер наступает, и я в сад бегу. О любви своей при встрече я все скажу. Цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. И снова кругом, ох, голова, когда встречаю я тебя. Цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. И снова кругом, ох, голова, когда встречаю я тебя. Ох, да. Когда встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Александр Шломан, Валерий Бруйко. Ну а сейчас, дорогие друзья, прозвучит песня, ставшая классикой современной белорусской эстрады. Эту песню в нашей стране знают, наверное, действительно все, от мала до велика. Три тополика я дуба и одна осина, полюбила тракториста, модница девчина, вышла замуж за Ивана, городская Маша, як на печи подошла, подгорела каша, як на печи подошла, подгорела каша, городская такая, кажется в народе, я рыжонку не в клубе, а в городе, я рыжонку не в клубе, а в городе. И я пошла доить коровку, Коровку не согнула спину, ловили я взяла, ловили рыжую мальвину, посадила огород, думала капуста, все размесяц отвернула, аж норецкий густо, все размесяц отвернула, аж норецкий густо. Городская не такая, кажется в народе, я рыжонку не в клубе, а в городе, я рыжонку не в клубе, а в городе. Грести сено пожала, виноград блистала, обиталась пометело. Утро я собрала, три топорика я дуба и одна осина. Полюбила тракториста, модница девчина, полюбила тракториста, модница девчина. Городская не такая, кажется в народе, я рыжонку не в клубе, а в городе. Городская не такая, кажется в народе, я рыжонку не в клубе, а в городе. Я рыжонку не в клубе, а в городе. Ансамбль «Талакан». Итак, песня, которой в этом году исполняется уже 20 лет. Ее исполнит ансамбль «Талака» и один из авторов этой песни, который родом из Лепеля. Встречайте, Александр Болотник, «Чарка на пасашок». Со святом, сябры, со святом, земляки. Спевайте разом с нами, с Талакой.
кожен день идем, качмы не минаем. Як працуем, то не пьем, а в гостях гуляем. Чарка на пасашок, на морозе кожушок, а заяц черговая, чарка глоблевая. Чарка на пасашок, на морозе кожушок, а заяц черговая, чарка глоблевая. Ты нема такого дня, как было без свята, что не гости, то родня, не пустеет хата. Чарка на пасашок, на морозе кожушок, а заяц черговая, чарка глоблевая. Чарка на пасашок, на морозе кожушок, а заяц черговая, чарка глоблевая. Эй, славянское житё, встречи и расстания, после чарки забытьё, попим покаяние. Чарка на пасашок, на морозе кожушок, а заяц черговая, чарка глоблевая. Чарка на пасашок, на морозе кожушок, а заяц черговая, чарка глоблевая. Чарка на пасашок, на морозе кожушок, а заяц черговая, чарка глоблевая. Браво! Александр Болотник и ансамбль «Талака». Слово предоставляется директору акционерного общества «Петербургский тракторный завод» Сергею Александровичу Серебрякову. Уважаемые друзья, я бы хотел, во-первых, поблагодарить за приглашение на такой светлый, прекрасный праздник, пожелать всем благословения свыше, которое подарит, безусловно, этой благословной земле и ее людям добра, любви, чистоты, здоровья, благоденствия, добра и процветания. Хотел бы передать привет от всех тракторостроителей Петербурга и сказать, что наше сотрудничество приносит огромную пользу нашим государствам, нашему сельскому хозяйству. И это сотрудничество является сотрудничеством и многодесятилетним, я думаю, и многовековым в будущее. Спасибо вам за праздник. Удачи вам. Всего самого хорошего. Спасибо. Специальный подарок от Петербургского тракторного завода получает открытое акционерное общество «Приозерный мир» Шумилинского района, директор Василий Николаевич Децко. А подарок этот – трактор «Кировец». Пусть приносит он вам процветания, вашему трудовому коллективу, хороших трудовых успехов ради ваших людей и вашей страны. Спасибо вам. Спасибо. Музыкальный подарок от наших гостей из России. Солистка Алена Бурова и народный самодеятельный коллектив детский хореографический ансамбль «Рассыпуха». Город Себеж. Вы сини мои, сини, сини новые мои, сини новые, кленовые, решетчатые. Как ты мне, баба, по синичкам не хаживати, мне мило друга за рученьку не поживати. Выходила молодая, новые города, выпускала сокола из правого рукава. На полетике соколику наказывала, ты лети, лети, соколик, высоко и далеко. Потихонечку плывет, милый любит или не любит, только времечко идет. Ах, Самара, городок, беспокойная я, беспокойная.
Уморилась, уморилась, уморилась. Знамо дело, уморилась, уморилась. Ах ты, Филюшка, просто Филюшка, а не видишь, уморилась, уморилась. Знамо дело, уморилась, уморилась. Ой, полным-полна моя коробушка есть, и ситец, и парча. Пожалеет душа моя зазнобушка молодецкого плеча. Пожалеет душа моя зазнобушка молодецкого плеча. Выйду, выйду в рожь высокую, там до ночки покажу. А завижу черноокого, все товары разложу. А завижу черноокого, все товары разложу. Барыня ты моя, сударыня ты моя, барыня, барыня, сударыня, барыня. Эй, народ, пей вино, 40 градусов оно. Пей вино, гуляй до ночи, нам ей-богу все равно. У нас ночи субботея, а на завтра воскресенье. Барыня ты моя, сударыня ты моя, о, а воскресенье. Ко мне ночи друг Ванюша приходил, три кармана приносил. Барыня ты моя, сударыня ты моя, о, приносил. Первый карман с деньгами, другой карман с орехами. Эх, барыня ты моя, сударыня ты моя, о, с орехами. Барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня. Рассыпуха, город Селищ, Россия! Любимому уголку, самым сокровенным местам малой родины посвящается. Для вас поет Александр Федченко. Дорогие друзья, с праздником! У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг уединиться, где память как строка почтового листа. Нам сердце исцелит, когда оно томится. И я спешу туда, там льется добрый свет, и лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в кружение лет, и вот я снова здесь, и ты придешь обратно.
Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Однажды ты пройдешь бульварное кольцо, и в памяти твоей мы встретимся, наверное, и волны отразят знакомое лицо, и сердце исцелят, и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота нас делает на миг счастливее. И может чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Александр Федченко. На сцене Андрей Чеван, Сергей Щелкунов и Александр Яцина. Тебя, любовь моя, все чаще вижу я, то на ходу, то на бегу. Считаю все друзья, что я лишь тень твоя, но быть я тенью не могу. Я за тобой, как за стеной. Ну разве нам в любви нужна стена? Цветет малина за окном и тянется ко мне дурманом розовой мечты. Цветет малина за окном в таком же сладком сне, ко мне не раз тянулась ты. Цветет малина за окном, и пусть цветет она твоим малиновым вином. Я за тобой, как за стеной. Когда, любовь моя, я жалуюсь друзьям, вздыхая о своей судьбе, то за тебя горой, то за любой стеной живет моя любовь к тебе. Я за тобой,
тянется ко мне дурманом розовой мечты. Цветет малина за окном в таком же сладком сне, ко мне не раз тянулась ты. Цветет малина за окном, и пусть цветет она твоим малиновым вином. Я за тобой, как за стеной. Цветет малина за окном, и пусть цветет она твоим малиновым вином. Я за тобой, как за стеной. Андрей Чеван, Сергей Щелкунов и Александр Яцина. Докшицы, ваши аплодисменты! Мы приглашаем на сцену заместителя председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Вячеслава Анатольевича Абрамова. Добрый день, уважаемые хлеборобы. Сегодня замечательный день, и на Витебщине замечательный праздник. И я от лица всего коллектива Государственного комитета по имуществу и предприятий, которые входят в нашу систему, и их работников, хочу вас поздравить с вашими достижениями, с вашим результатом труда, с тем, что урожай есть, состоялся, и есть хороший задел на будущее. Низкий поклон вам и вашим семьям. А еще мы сегодня видим, что на Витебщине есть хорошая, сработанная, слаженная команда, которая способна решать самые непростые задачи, которые возникают перед ней. И это замечательно, это хороший задел на будущее. Ну а сейчас, уважаемые хлеборобы, разрешите приступить к вручению заслуженных наград. В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь о республиканском смотре-конкурсе землепользования, высокой культуры и земледелия, благоустройства машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов, Республиканской комиссии подведены итоги смотра конкурса за 2018 год. Победителями республиканского смотра конкурса землепользования, высокой культуры земледелия, благоустройства машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов среди районов Витебской области признан Лёзнинский район. Председателю Лёзнинского районного исполнительного комитета Ивану Антоновичу Лавриновичу и первому заместителю председателя, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Сергею Николаевичу Шлядневу вручается диплом и денежная премия. Победителями смотра конкурса среди сельскохозяйственных организаций признаны Сельскохозяйственное производственное унитарное предприятие «Близница» Полоцкого района, директор Бронислав Эдуардович Пилипенок. Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие имени Черняховского Дубровинского района, директор Николай Антонович Солдатенко. Открытое акционерное общество «Соколовщина» Верхнедвинского района, директор Владимир Владимирович Корсун. Победителям вручается диплом и денежная премия в размере стоимости трактора. Победителями смотра конкурса среди крестьянских фермерских хозяйств признано крестьянское хозяйство «Мацкевич» Докшицкого района, заместитель главы хозяйства Жанна Викторовна Мацкевич. Победителю вручается диплом и денежная премия. Победителем среди сельских исполнительных комитетов признан
Уделовский сельский исполнительный комитет Глубокского района. Председатель Виктор Казимирович Карман. Победителю вручается диплом и денежная премия в размере стоимости трактора с навесным оборудованием. Победителем смотра конкурса среди лесохозяйственных предприятий признано государственное лесохозяйственное учреждение «Витебский лесхоз», директор Михаил Николаевич Филинович. Победителю вручается диплом и денежная премия в размере стоимости трактора. И, конечно же, памятное фото всех награжденных. И аплодисменты всего зала. Спасибо большое, дорогие друзья. Занимайте свои места в зрительном зале. С добрыми пожеланиями наши гости из столицы. Трио «Малина» в составе Максим Цуприков, Стефания Круглая и уже хорошо знакомая нам солистка Ангелина Ломака с полюбившейся песней «Усим настрой няси». Максим Цуприков, Стефания Круглая, Ангелина Ломака. Трио «Малина». А на сцене арт-группа «Белорусы». К долгожданной гитаре я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется зазывно за меня
добротою наполни тебя и меня. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна. Я гитару настрою на лирический лад и знакомой тропинкой уйду в звездопад, быть счастливой, как песня. Попрошу я ее, и она вдруг взорвется, как сердце мое. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна. К долгожданной гитаре я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну. Ведь бывают гитары, они зазвучат, и большие оркестры покорно молчат. До зари, до зари, до темна, любви говори, пой гитарная струна. От зари до зари, темна, любви говори, пой гитарная струна. Спасибо! Мира, добра, процветания, низкий вам поклон, браво! Закончена уборочная страда 2018. Если несведущий спросит, а чем особенным она запомнится аграриям Предвинья, наверняка любой земледелец Витебщины улыбнется и скажет, что двух похожих в природе не бывает. У каждой уборочной свои особенности. А если спросите, в чем главный секрет успеха, наверняка ответят, что все просто. Надо только работать на совесть, и все получится. А по-другому победители областного фестиваля «Ярмарка» Дожинки-2018 и не умеют. Поздравляем! Поздравляем! Жизнь прожить, не поле перейти, эту мудрость часто повторяем. Многое стремимся обрести, но гораздо больше мы теряем. Если на любовь находит день, и душа сжимается от боли, выбор — это вера в светлый день, выбор — это жертва доброй воли. Мы выбираем жизнь, жизнь выбирает нас. Мы выбираем тех, кто с нами верит в сияние глаз. Мы выбираем свет, солнце в твоем окне. Мы выбираем свет, это вызов тьме. Мы минут бесценных не щадим. Наши нервы рвутся словно струны. Все куда-то вдаль летим, летим.
выбирай свет, это вызов смерть. Выбирай, выбирай, выбирай жизнь. Выбирай, выбирай, выбирай свет. Выбирай, выбирай, выбирай смысл. Выбирай, выбирай, верить или нет. Мы выбираем жизнь, жизнь выбирает нас. Мы выбираем тех, кто верит. Цветение рук, сияние глаз. Мы выбираем жизнь, жизнь, жизнь выбирает нас. Мы выбираем тех, кто с нами верит в сияние глаз. Мы выбираем свет, солнце в твоем огне. Мы выбираем свет, это вызов смерть. Мы выбираем свет, это вызов смерть. Мы выбираем вместе жизнь. Уважаемые аграрии Витебщины, труженики села, жители Витебской области, мы еще раз от всей души, от всего сердца поздравляем вас с этим замечательным праздником, с Дожинками 2018. И, конечно же, желаем всего самого лучшего, добра, мира, здоровья и счастья. Спасибо за хлеб!